Я буду твоей наградой за те ночи плача, за раны, которые ты мужественно перенес, за слезы, пролитые в тишине. Я исцелю раны, так долго ранившие твою душу, и окутаю тебя бесконечной любовью за то, что ты продемонстрировал такую искреннюю чистоту сердца. Своим священным маслом исцелю твои раны, очищу твои шрамы своей могущественной кровью и ввергну твои грехи в бездну забвения. Ваша доброта неоспорима. Вы любите свою семью, уважаете других, вы неизменно невинны и честны. Но есть те, кто может воспользоваться вашим благородством. Есть нечестивые люди, которые живут за счет других, презирают мое учение, имеют тупую совесть и полны нечестия. Они симулируют чистоту и дружбу, манипулируют вашими эмоциями с помощью ложных слов. Они отягощают вас бременем вины и заставляют вас чувствовать себя плохо, если вы не уделяете им свое время и энергию. Однако я здесь, чтобы спасти вас от любого негативного влияния. Сегодня я силой своей крови разрушаю все чары и обманы, сковавшие твою душу. Ваше сердце теперь свободно, мой Святой Дух наполняет вас божественной и священной радостью. Я даю тебе силы держаться подальше от вредных дружеских связей, не попасться в ловушку ложной лести тех, кто говорит, что любит тебя, но является лицемером. Их намерения злы. Они приходят, чтобы украсть ваш покой, убить вашу радость и уничтожить вашу сущность. Обратите внимание на знаки, которые я показываю вам. И когда тебе грустно или грустно, не думай, что это я причиняю тебе эту боль. Не становитесь теми, кто обвиняет меня в своих конфликтах и проблемах, думая, что это наказание, которое я посылаю. Я пришел, чтобы отдать свою жизнь на кресте, пролить свою кровь до последней капли, воскреснуть с силой, чтобы дать вам жизнь с избытком и вечную, а не для того, чтобы мучить вас, заставлять вас страдать или посылать вам несправедливые наказания или испытания ни за что. Причина. Мои творения направлены на благополучие и процветание, а не на печаль или чувство вины. Я пришел принести спасение, а не проклятие. Позвольте мне окутать вас своей любовью, почувствовать мое небесное присутствие. Держитесь этой истины. Я люблю тебя, желаю благословить тебя, желаю твоего счастья и благополучия. Как я уже говорил вам раньше, за каждую ночь плача и за каждую пролитую слезу я вознагражу вас миром, обеспечением, здоровьем и счастьем. Скажи мне, что ты думаешь. Я буду с тобой в трудные минуты, когда ты нуждаешься во мне больше всего, в болезненные времена, когда тебя окружают проблемы и ты чувствуешь, что твоя вера и твой дух угасают. Я буду рядом, чтобы воодушевить вас и возродить вашу веру, дать вам такое сильное дыхание, что весь страх убежит от вас. Я знаю, что ты не похож ни на кого другого. Я знаю твои слабости и страхи. Я на вашей стороне, чтобы укрепить вас. Я даю тебе силы пережить моменты, когда ты чувствуешь себя слабым. Я внимательно слушаю, когда ты просишь меня о помощи в преодолении внезапно возникающих проблем, сынок, дочь. Я не сужу тебя, я прихожу к тебе, чтобы помочь тебе выйти из всего этого победителем. Я работаю над вашими чувствами, чтобы вы чувствовали себя способными преодолевать любые трудности с высоко поднятой головой, уверенными, что вы мои и что я всегда с вами. Я также работаю над вашей душой, вашим духом и вашим разумом,
дарую вам свою мудрость, чтобы вы могли планировать, завершать каждый свой проект и с честью продвигать вперед свою семью. Так что не волнуйтесь больше. Я открываю вам, что я думаю о вас и о том, какую способность я дал вам для достижения успеха. Повторяю, благодаря моей любви и талантам, которые я даю вам, имейте больше уверенности в себе, больше веры в меня, и вы не будете бояться встречать жизненные испытания. Что ж, я всегда буду рядом с тобой, я всегда контролирую ситуации вокруг тебя, которые ты даже не можешь себе представить. Я так тебя люблю, я так рада знать, что ты уделяешь мне время, что ты молишься каждый день, что ты учитываешь меня во всех деталях своей жизни, что ты ставишь меня на первое место. Я буду чтить вашу веру, оказывать вам своевременную помощь, защиту и ободрение. Я покажу тебе путь, по которому ты должен идти. Я пойду вперед, чтобы открыть двери, которые нужно открыть. Продолжай молиться, продолжай верить, держи меня за руку, потому что, когда я рядом с тобой, враг никогда не сможет коснуться тебя или он даже не осмелится приблизиться. Их атаки не причинят вам вреда. Я буду отдавать победу за победой в твои руки, и я сделаю это, потому что ты так дорог мне. Я люблю тебя и чувствую необходимость сказать тебе это, потому что чувствую, насколько ты всегда занят. Да, вы живете, погруженные в столь многие важные дела, это несомненно, но почувствуйте, что ваш ум подобен цветку, который из-за недостатка божественной воды, в которой он так нуждается, находится на грани увядания. Вот почему я здесь и прошу уделить вам немного времени, потому что я жажду, чтобы вы неоднократно слышали, как сильно я вас люблю. Я обещаю в этот день говорить тебе бесчисленными способами. Ты услышишь меня, где бы ты ни был, потому что я буду постоянно рядом с тобой, обращаясь прямо к твоему разуму, напоминая тебе, что даже если ты чувствуешь, что весь мир игнорирует тебя, я люблю тебя. И я всегда слушаю тебя. И даже если кажется, что никто не ценит усилия, которые вы прилагаете, чтобы отдать свое сердце, и даже если мир, кажется, отворачивается от вас или оставляет вас на произвол судьбы, не бойтесь, потому что я здесь, одиночества никогда не будет. Твой спутник. Давайте дадим людям говорить или думать то, что они хотят. Нет смысла изнурять себя попытками угодить всем. Все, что предлагает вам этот мир, имеет свой конец, отмеченный временем. Не возлагайте свою веру и надежды на простых смертных. Я единственный, кто никогда тебя не подводит. Многие критикуют меня за то, что я не учел их пожеланий. Не продолжайте идти по этому пути, если я не дам того, о чем вы меня просите, то это из-за большей любви. Что ж, у меня есть для тебя кое-что получше. Никто не любит тебя так безмерно и божественно, как моя. Если вы просили и еще не получили, пожалуйста, знайте, как ценить мою любовь. Лучшее для вас еще впереди. Я не хочу, чтобы вы принимали заменители, которые, хотя и кажутся хорошими, в конечном итоге причиняют вам вред. Я не поведу вас тернистыми путями и не открою двери на неверных путях. Я Бог, который отвечает вам бесконечной любовью и привязанностью. Я здесь не для того, чтобы удовлетворять прихоти. Многие подают на меня в суд, думая, что я им служу, но меня не увлекают эгоистичные требования или сообщения от тех, кто не ценит моего слова. Они оскорбляют меня и никогда не стремятся покаяться. Однако я говорю с вами со всей любовью,
и вам это никогда не надоест. Где бы ты ни был, моя любовь будет ждать тебя. Когда вы каждое утро открываете глаза, дневной свет объявляет вам, что эта чистая и сладкая любовь вторгается в ваше сердце, наполняя его радостью. Это сила, которая поднимает вас и поддерживает изо дня в день. Это убежище от холода, свет, освещающий ваши шаги во тьме ночи. Моя любовь – это мелодия, окутывающая твой сон, а твоя комната благоухает благовониями твоих молитв. Все, что вы говорите мне, принимается с любовью, выслушивается с благосклонностью, выслушивается с милосердием, и на все отвечают с любовью. Сегодня я предлагаю вам любовь и еще больше любви. Примите это с чистотой и радостью ребенка. Я готов творить чудеса в вашей жизни, если вы только окажете мне свою искреннюю и благодарную веру. Научитесь доверять мне, не основывая свои решения исключительно на том, что видят ваши глаза или что чувствует ваше сердце. Вы человек, и, естественно, обстоятельства жизни иногда возбуждают ваши эмоции, но знайте, видите ли вы меня или нет, чувствуете вы меня или нет, даже если ваш путь не усыпан розами и окружен испытаниями, я имею огромную любовь, которую могу предложить вам. Я хочу, чтобы ты знал, понял, запечатлелся в своей душе и никогда не забывал. Послушай, вокруг тебя так много людей, которые замечают в тебе что-то особенное. Они видят тебя всегда благословенным, всегда удивленным радостью, всегда сияющим, всегда полным бодрости и силы. Но им трудно поверить в того, кого они не видят, и они обесценивают видимое. Вместо того, чтобы расспросить вас о секрете вашего счастья, они предпочитают тратить свою энергию на зависть к вам. Не следуйте их путем, не заключайте сделок, не делитесь их столами и не принимайте их советов. Ты будешь благословенным человеком, если услышишь мои заповеди, и если отдашь мне свою искреннюю веру и все свое сердце. И в конце концов, после стольких неприятностей ты, возможно, почувствуешь себя немного уставшим от этой жизни, но я буду здесь, когда ты вернешься домой. Точно так же я открою тебе дверь, войдя с широкой улыбкой, потому что моя любовь ждет тебя, чтобы дать тебе отдых, в котором ты нуждаешься. Я хочу, чтобы ты встал пораньше. Я буду рядом с твоей кроватью, чтобы, когда ты откроешь глаза, первое, что услышит твое сердце, это мои нежные слова, говорящие: «Я люблю тебя, сынок, дочка». Начни этот день с уверенности, что все пройдет хорошо, ведь я всегда внимателен ко всему, что ты делаешь. У вас доброе сердце, и все добрые дела будут весьма благословлены. Тем, кто сегодня идет к врачу и боится, я хочу сказать, что, несмотря на результаты ваших анализов, я никогда не отказывался от вас. Последнее слово за мной, и я все еще обладаю силой творить чудеса. Я желаю наполнить вашу жизнь здоровьем и жизненной силой, избавить вас от забот и наполнить вас своим покоем. Для вас, кто беспокоится о том, как вы будете кормить сегодня своих детей, укрепите свою веру. Я готовлю полный стол, чтобы вы и ваша семья могли наслаждаться моими благословениями даже перед лицом тех, кто высмеивает вашу веру. Я обеспечу вас всем необходимым, и ваша семья больше не будет голодать. Встаньте и не бойтесь, ибо я благословляю жизнь вашу. Я ваш поставщик, и вы не будете ни от кого зависеть. Вам, испытывающим трудности с оплатой своих долгов и обязательств,
я говорю, что вскоре вы получите сюрприз, который полностью изменит вашу текущую ситуацию. Дорогой Господь, в свете лучшей жизни я благодарен за каждый день. Иоанна 8 часов 12 минут. В зависимости от вашей доступности, этот день может оказаться потенциально продуктивным. За все мы вам благодарны. Ты абсолютно прав насчет нас, Господь. Представьте себе мир без боли и стресса, где изобилуют любовь, исцеление, спокойствие и благословение. Конец вашим скрытым печалям и боли совершается Богом. Мира и выгод искали в течение некоторого времени. Сейчас настало время наслаждаться богатством, радостью и успехом, которому конца не видно. Деньги приходят к вам легко. Страдания закончатся, слезы высохнут и откроются возможности, потому что в вашем образе жизни произойдет чудесное преобразование. Прошу Бога сохранить милость к моей семье и ко мне в 2024 году. Слава Богу, я ободрен и благословлен благодатью Божией. Даже в комнатах, куда вы не заходили, ваши призвания узнают. В эти выходные я совершу необычайный поступок в честь твоего существования. Поддерживайте здоровый образ жизни. Я в идеальное время. У меня есть для вас более амбициозный проект. Вы думаете, это привлекательно? Я думаю, вы согласитесь. Когда дела идут не так, как вы надеялись, постарайтесь не зацикливаться на этом. Ничто не может предотвратить то, что должно произойти, если на то есть воля Божия. Ваше будущее лучше в Его руках. Зная это, я могу расслабиться, поскольку я уже на доске. Это дает мне душевное спокойствие. Я правда люблю тебя. По словам Бога, Господа, у меня есть сила изменить все плохое, что случилось с вами, благословить вас и вашу семью и исправить любое сломанное место в вашей жизни. Ваши молитвы были услышаны Богом, и Он обратил на них внимание. Вскоре вы сможете благословлять других своей жизнью. Ни человек, ни демон не смогут остановить дверь, которую я открываю. Я еще не забыл, что каждая молитва и крик были услышаны и увидены. Приготовьтесь к подарку, который изменит вашу жизнь. Господи, да будет известно, что Ты стоишь на пороге нового домашнего прорыва, улучшения здоровья, финансовой независимости и совершенной любви. Пожалуйста, если это больше не Твоя воля, выпусти это из моих рук и дай мне силы смотреть в будущее без беспокойства. Вы можете рассчитывать на то, что я поведу вас вперед, потому что я делал это раньше, и я могу сделать это снова. Продолжайте верить в Бога и молитесь. Я могу вытащить тебя из этой ямы отчаяния и превратить его в силу для тебя, моя дорогая. Зная, что я ваш Бог, придите ко мне с высокими устремлениями. Нет никакого сравнения между муками, которые вы испытали, и удовольствием, которое вас ожидает. Те, кто поверит в Сына, будут жить вечно. Непослушные Сыну уже не увидят жизни, но гнев Божий пребудет с ними. Иоанна 3 часа 36 минут. Я не могу похвастаться тем, как сильно я люблю Бога, поскольку совершаю ошибки неосознанно, но могу похвастаться тем, как сильно Бог любит меня, потому что Его любовь ко мне бесконечна. Вы собираетесь получить изобилие средств благодаря работе Вселенной. Иисус сказал: «Я путь, истина и путь жизни для вас». Сейчас я единственный,
кто может приблизиться к Отцу во имя Иисуса Христа. Сегодня я заявляю, что ничто не может противостоять вам, вашей семье, вашему времени, вашему здоровью или вашим идеям. Возьми сердце, я буду рядом с тобой еще раз. Я всегда имею в виду идею о том, что вы подвержены ошибкам, потому что вы человек. Мои оправдания. На следующее утро проверьте свой телефон. Некоторые из самых захватывающих новостей, которые вы когда-либо слышали, будут в вашем распоряжении. Обход не должен угрожать к 2024 году. Никто не сможет остановить то, что запланировано для вас, поскольку ваша доброта и великолепие становятся все более очевидными. Поскольку этот невероятный сезон подходит к концу, пусть Всемогущий благословит вас, исцелит, направит, позаботится и защитит от вреда. Притворяйтесь, что выигрываете во всем, что делаете, преодолевайте все препятствия и одерживайте одну победу за другой до конца месяца. Чудесный дар от Бога уже на пути к вам. Скоро наступит чудесное время в вашей жизни, и трудная ситуация, в которой вы находитесь, скоро пройдет. Пожалуйста, начните молиться со мной на эту тему. Дорогой Господь, я уверовал в Тебя, Христа, который умер за мои грехи и воскрес, чтобы дать мне вечную жизнь. Все ваши испытания превращаются в триумфы, а ваши печали в радости прямо сейчас, когда Господь, ваш Бог, меняет вашу жизнь. Он изменит ваши обстоятельства так, что вы станете богатыми или бедными. Мы не должны забывать, что одежда эфемерна, деньги, дома, машины и работа исчезают, но Божья любовь и мудрость остаются навсегда. Сейчас настало время говорить убедительно. Волна любви, исцеления и изобилия, которая вот-вот захлестнет меня, вполне заслужена. Верьте, что все возможно по благодати Божией. Если вы надеялись вернуть свою жизнь в нужное русло, сейчас самое время сделать это. Постоянно воздавайте Богу все награды, большие и малые, и вы достигнете еще больших благ. Введите 999, чтобы подтвердить то, что говорит вам Бог. Мои эгоистичные пути злы, и сейчас я отворачиваюсь от них. Пожалуйста, прости меня. Я полностью предаюсь Тебе как моему Спасителю и Господу. Веди меня, приди к себе и помоги мне жить жизнью, которую Ты одобряешь. Поскольку Бог возвращает все, что ваш противник отнял у вас, будьте готовы снова почувствовать любовь и радость, потому что вы рассчитывали на меня. Верьте в Божьи обещания. Цена, о которой я могу думать, это твоя жизнь. С моей помощью вы будете спасены и защищены. «Боже, Ты мне очень нравишься», — сказал ведущий. «Сделай это сейчас». Господи, Ты защитил меня, когда на меня напали, и тогда меня впервые допросили. Когда кто-то причиняет мне боль, Ты говоришь мне дать отпор. Благодаря Вашим учениям моя способность прощать значительно улучшилась. Как только они увидят меня, они сразу узнают Вас. В эти дни я подхожу к вам с благодарностью и вознаграждением. Когда Твои добрые глаза наблюдают за мной, я благодарен за все, что Ты для меня делаешь. Если вы плохо себя чувствуете, я молюсь, чтобы Святой Дух устранил причину и заявляю, что вы исцелитесь. Находить удовольствие в Господе – это то, к чему вас призывает Иисус. Доверьтесь Ему и начните воспевать Ему хвалу. Что бы ни случилось, через молитву ты обретешь вечный покой.
Поверьте, что у вас уже есть все, что вы хотите. Библия ясно говорит, что невозможно угодить Богу без религии. Надо воспринимать Его образ жизни буквально, в том числе и то, что Он награждает тех, кто всей душой ищет Его. Просто пожелайте. Иногда, когда вы исчерпали все другие варианты, отдайте все Богу и позвольте этому идти своим чередом. Даже когда вы в депрессии, в вашей жизни начинают происходить чудесные вещи. Бог утешает тебя, когда ты плачешь, и помогает высушить глаза. Он заканчивает тебя, даже когда ты сломлен. Имейте в виду, что я здесь, чтобы защитить вас от вреда. Я прикажу своим ангелам охранять тебя. Что бы вы ни делали, времяпрепровождение в присутствии Бога успокаивает ваше сердце, а доверие Ему, когда вы чувствуете себя потерянным, дает вам уверенность. Отпустить все обо всем, что вам нужно, позаботится Бог. Скажите эти слова, когда вам одиноко и грустно: «В моей слабости Бог, моя песня и моя радость. Я питаюсь от Бога». Даяние и приобретение лежат в основе фундаментального контраста между человеком и Богом. В отличие от людей, которые копят, игнорируют и копят еще больше, Бог прощает и дает больше. Как человек, который строит дом на прочном камне в трудных ситуациях. Каждый, кто слушает мой коучинг и разумно следует ему, ожидает мирного и удовлетворительного результата. Как однажды сказал Иисус, ваш стресс, тревога и разочарование вскоре сменятся вечным спокойствием. Пожалуйста, Господь, помоги мне знать, что Ты недалеко, тем более, что Ты заботишься обо мне и любишь меня. Можете молиться вы. Ты уже победил трудности этой жизни, говорит Иисус, наш Бог-Искупитель. Ваша победа зависит от силы Божьего слова, поэтому встаньте и примените его в действие. Не бойтесь, я на твоей стороне. Я могу укрепить вас, помочь вам и поддержать своей праведной и подходящей рукой. Вы собираетесь поделиться уникальной историей о здоровье, изобилии и успехе в выздоровлении. Когда вы переживаете трудные времена, реки бед могут сопровождать вас с большой любовью, радостью, миром и удачей. А пока ты не утонешь, если возложишь всю свою веру на Господа и воздашь Ему славу во всем, что ты делаешь, это облегчит ваш путь. Вы почти готовы испытать благословения и прорывы после ожидания, плача, молитвы и настойчивости. Многие поколения будут пожинать плоды Божьей работы после вашей жизни на земле. Вы не будете сожжены, когда пройдете через огненную печь тирании, вы будете в безопасности от огня. Теперь это престол благодати, где вы можете надеяться найти благодать и получить милость во времена нужды. В течение следующих 2 дней вы и ваша семья можете рассчитывать на неожиданные финансовые благословения, которые помогут вам восстановить свою жизнь, освободиться от долгов и приобрести дом своей мечты, одновременно обеспечивая невообразимое богатство своим близким. Вы были обильно благословлены, и вас ждет еще больше хорошего. Даже посреди ночи вас ждет чудо. На этой неделе до конца 2024 года ожидайте благословений, изобилия, крепкого здоровья, удовольствия и счастья. Предположим, удовлетворение потребностей, успех, богатство и улучшение физической подготовки. Ваша семья будет благословлена, и все, кто жаждет восстановления, будут исцелены, потому что Бог исправит любую плохую ситуацию.
Молитесь о том, чтобы год был полон обильных благословений, экономьте деньги и будьте здоровее. Планируйте, чтобы у людей были ресурсы и откладывались деньги, которые вы никогда не считали возможными. Безопасность вашей семьи и оплата ваших долгов – ответственность ангелов. Непреодолимые благословения окутывают ваш образ жизни, пока вы спите. Бог ответит на ваши молитвы и положит конец вашим беспокойствам, совершив чудо, на которое вы надеялись. Неизбежны позитивные изменения в вашей профессиональной жизни, финансовом положении, здоровье и личных отношениях. Существует непреодолимый поток неожиданных благословений, любви и изобилия. Вскоре вам больше не придется терпеть боль, страдания и беспокойные ночи. Вас наверняка будет ждать лотерейный приз, который изменит вашу жизнь. У меня есть возможность исправить любую ошибку и компенсировать любую неудачу. Вы должны победить всех противников и устранить все препятствия на своем пути. В феврале 2024 года вас могут ожидать выгоды, возможности и многое другое. Удача, чудеса и счастье скоро станут частью вашей истории. Также откройте двери благословений в своей жизни на этой неделе. Услышит ли Господь ваши молитвы и даст ли вам силы противостоять вызовам современности и преодолеть их? После этого дня вас ждет день божественных желаний и обильных благословений, так что наслаждайтесь. Бог говорит, что в вашей жизни вот-вот начнется новая глава, полная изысканных благ, безграничных удовольствий и глубоких успехов, потому что вы были избраны Богом. Если вы хотите лучшей жизни, отдайте себя Богу. В следующие выходные вы найдете утешение в том, чтобы залечить разбитое сердце и превратить поражение в триумфы. Огромные благословения, которые безвозвратно изменят ваш образ жизни, уже не за горами. Бог любит и ценит тебя. Да будет известно, что ты достоин благодати Божией. Желаю вам изобилия любви, исцеления и успеха. Готовьтесь к изобилию, которое польется свыше. Вы достигнете беспрецедентного уровня богатства, физической подготовки и успеха. Дверь, о которой вы молились на прошлой неделе, вот-вот откроется Богом, что приведет к невероятной радости. Когда вы будете там, больше не будет душевной боли или финансовых трудностей, потому что их место займут любовь и изобилие. Прикоснитесь к счастью, просветлению, привязанности и благам. У тебя есть союзник в Господе, Боге твоем, поэтому тебе не нужно робеть или унывать. Скорее, вы должны быть сильными и смелыми. Дай врагу твоему хлеба, если он голоден, и воды, если он жаждет. Господь может вознаградить такие поступки. Оставайтесь сильными, несмотря на усталость. Чудесные двери вот-вот откроются, преобразив вашу жизнь. С другой стороны, вера в Господа восстановит силу точно так же, как орлы. Они будут летать в воздухе, они уже не будут утомляться при беге, они пойдут уверенно. В довершение ко всему, пусть любовь, радость и изобилие наполнят вашу жизнь. Кроме того, ваши отношения могут оказаться крепче, чем ожидалось. Мирное решение приближается к требовательному сценарию, денежная помощь, изменяющая жизнь, благословения и чудеса. Все это исходит от Бога. Бог – ваш вечный источник силы, поэтому помните Его, следуя своим путем. Продолжайте молиться до тех пор, пока ваша ситуация не улучшится каждый день. Чудеса случаются, потому что у Бога есть великий план для вашей жизни. Он воскрешает всех, кто умер, чтобы у вас было светлое будущее.
Призыв Иисуса восстановить здоровье, финансы и радость. Религиозная вера необходима для приближения к Богу. Верьте в Его жизнь и верьте, что Он вознаграждает тех, кто ищет Его всем своим сердцем. Богатство вытеснит заботы. Ваше здоровье может пострадать так, как вы даже не можете себе представить. Даже если кажется, что выхода нет, путь будет проложен для тебя чудесной рукой Божией. Молитва о будущем никогда не будет потрачена зря. Имейте в виду, что решение финансовых вопросов, проблем со здоровьем и отношений – это обычная часть жизни. Таким образом, вы можете даже не потерпеть неудачу, и ничего страшного не произойдет. Есть большая вероятность, что перед вами откроются новые возможности, происходят благословения и чудеса. Ваши молитвы и слезы были увидены Богом, чудеса и благо ждут вас сейчас. По словам Иисуса, у Бога был план еще до того, как вы подумали о Нем. В трудные времена проекты иногда терпят неудачу по какой-то причине. Сохраняйте веру в то, что лучший день уже в пути, новые льготы вводятся ежедневно. Новый день приносит новые возможности и новые преимущества. Попросим Бога удалить всю боль, проблемы и трудности, замените их крепким здоровьем, радостью и миром, и защити нас от всех опасностей, явных и скрытых. Устраните грусть и переживания на следующий день и замените их радостью и пользой. Если вы представите, что происходит что-то необычное, в вашей работе, деньгах, здоровье и отношениях произойдут чудесные изменения еще до наступления выходных. Бог принесет восстановление, изобилие, защиту и руководство в вашу жизнь, когда мы вступим в 2024 год. Бог изольет на вас свои обильные благословения. Ты не один, Всемогущий готов сражаться за вас, чтобы вы одержали победу над своими противниками. Отдайтесь Богу, если хотите лучшей жизни, исцеления и благословений. Продолжайте смотреть это видео до самого конца, чтобы подготовиться к чудесные и неожиданные благословения. Прямо сейчас пусть Господь ответит на вашу молитву и защитит вас от зла. Властно провозглашайте, что вы достойны Божьей благодати и готовы принять любовь, восстановление и процветание. Оставайтесь организованными, чтобы получить обильные благословения. Следующие 7 дней могут быть невероятно радостными, и Бог готов открыть дверь. Бог любит тебя и хочет тебя, даже когда ты совершаешь ошибку. Это поможет вам избавиться от негатива и привлечь больше денег в вашу жизнь. Если вы доверитесь мне, вас ждет большая радость, чем вы когда-либо знали. Я готов переломить любую негативную ситуацию. Я посылаю молитвы благословения и облегчения вам и вашим близким. Нужные люди будут рядом, чтобы помочь вам на этом пути, и вы направитесь к нужным возможностям. Если вы начнете молиться, вскоре вы станете свидетелем положительных изменений в своей жизни. Как автор, вы можете рассчитывать на множество преимуществ, включая более широкие улыбки и финансовые прорывы. Я потратил целый день на строительство арены всего за 6 дней. 7 числа вы сможете поверить в мою способность немедленно изменить ваш образ жизни. Приготовьтесь войти в эпоху чудес, где вы сможете ощущать успех за успехом и прогресс за прогрессом. Ты моя маленькая любимая, и моя привязанность к тебе безгранична. Господь обещает, что ты найдешь место без раздоров, без займов и без попрошайничества через двери, которые Он открывает для тебя. Вы имеете благосклонность Бога.
Стойте твердо и станьте свидетелем Его невероятного избавления от ваших трудностей, когда Он приведет вас к новым высотам в жизни. Пусть Господь победит в ваших конфликтах. Не стесняйтесь, вместо этого наблюдайте за Его добротой даже в самые тяжелые часы. Доверьтесь Ему полностью, не полагайтесь на свое собственное понимание. Когда вы сталкиваетесь с, казалось бы, непреодолимыми препятствиями, Бог направит и укрепит вас. Не обращая внимания на ваши личные проблемы, перед вами откроется огромная дверь, принеся ряд чудес, которые ответят на все ваши молитвы. Даже когда ваши враги окружают вас, знайте, что я присутствую, чтобы благословить вас, исправить и искупить вас. Примите эту молитву вместе со мной. О Боже мой, моя семья, мое здоровье, мой дом, моя безопасность, мои тревоги и мои эмоции – все сейчас в Твоих руках. Слезы наворачиваются на глаза каждый раз, когда ты чувствуешь себя подавленным. Подумайте о 3 вещах. Во-первых, что Бог любит вас. Во-вторых, что Бог заботится о вас. И в-третьих, что Бог с вами. Когда вы приближаетесь ко времени радости, любви и гармонии, Иисус стоит у двери, о которой вы молились, и предстоящие дни могут быть чудесными. Все негативные стереотипы в твоей жизни вот-вот исчезнут из-за меня. Быстро приближается новая эра освобождения, успеха и изобилия. Я буду сражаться против тебя до конца твоей жизни. Как писатель, вы были созданы из моих фотографий, и я обычно мог спасти или помочь вам, когда захочу. Все, что враг украл у вас, будет возвращено вам в этот период вашего возвращения. Приготовьтесь к потоку преимуществ, как никогда раньше. Веришь или нет, мой драгоценный малыш, я был рядом с тобой на каждом этапе пути, заботясь о тебе и защищая тебя. Для вас будут хорошие вещи, даже если произойдут плохие вещи. Как бы тяжело ни было, у меня есть все, что нужно, чтобы превратить ваши частные молитвы в публичные чудеса. Верьте, что Бог поддержит вас. Те, кто удовлетворен Господом, не будут в опасности. Если Господь поддерживает вас, вы не упадете, и Он ожидает, что у вас будет обильное богатство, хорошее здоровье и более крепкие отношения. Независимо от того, сколько раз вы спотыкаетесь, чудеса начнут происходить в вашей жизни, как только вы полностью посвятите себя Богу. На этой неделе, используя Бога как мой единственный ресурс, я провозглашаю разрушение проклятий. Ваше здоровье улучшится, а ваш бюджет будет увеличиваться с каждым днем. Чудеса, меняющие жизнь, возможно прямо сейчас. Я открою двери, которые были закрыты слишком долго, и вы увидите, как совершаются чудеса. Дайте мне разрешение залечить ваши раны, и я подарю вам реализацию вашей мечты, устранение всех препятствий и успех, превосходящий ваши самые смелые мечты. Никогда не кладите все яйца в одну корзину, вместо этого верьте всем сердцем и не полагайтесь исключительно на свои знания. Отрицайте Бога во всех аспектах своей жизни, и Он приведет вас к удовлетворению. Даже если тебе хочется сдаться, приди ко мне, и я принесу тебе радость с миром. На самом деле кричите на меня, и я быстро отвечу. Вам нужна помощь, чтобы справиться с трудными жизненными ситуациями, преодолевая радость и горе. Я на твоей стороне. Каждое утро приносит мне новые блага. Если у вас плохой день, не теряйте надежду,
Воспользуйтесь возможностями получения прибыли нового дня, не засыпая. Хотели бы вы сделать свой самый большой шаг вперед? Вы готовы? Приготовьтесь удивиться моей доброте. Итак, будьте организованы, вы уже готовы к выздоровлению, свободе и развитию. Хвалите Бога в бурю, доверяйте Ему в долине и следуйте за Ним во тьме. Это истинная религия. Мы воплотим свадьбу вашей мечты в реальность. Бог больше не хочет, чтобы вы полагались на свою силу, а на Его благодать и любовь. Он хочет, чтобы вы Ему больше доверяли. Ваша жизнь изменится, когда вы перестанете пытаться и начнете доверять. Вы собираетесь вступить в эпоху безграничного изобилия и любви, где все встанет на свое место в соответствии с божественным временем. Доверьтесь Богу, и вы будете готовы встретить лавину благословений и возможностей. Я превращаю вашу боль в энергию, а ваши трудности в преимущество. У вас есть невероятный план в жизни, как процветать, восстанавливаться и выйти победителем из трудных обстоятельств. Что бы с тобой ни случилось, мой план все еще выполняется. Хотя это может занять некоторое время, но если у вас есть вера, происходят чудеса. Те, кто известен своим спокойствием под давлением и любит Бога, найдут способ сделать так, чтобы все сложилось им во благо. Бог всегда рядом с вашим одиноким сердцем, независимо от того, нуждается ли оно в общении, чувствует себя потерянным или находится в полном одиночестве. Вам не нужно беспокоиться, я не бросаю тебя. Скажи, что сожалеешь, и я исправлю все, что сделал не так. Поклонение Богу может помочь вам преодолеть трудности, но оно требует, чтобы вы переключили свое внимание с проблемы на того, кто может ее решить, на Иисуса Христа, посредника между Богом и человечеством. Не бойтесь, ибо Он может подняться над своими заботами и добиться примирения между Богом и людьми. Основная идея – молиться или просить Бога о том, чего вы хотите. Идея состоит в том, чтобы выразить свою признательность за Его преимущества более персонализированным способом. Многие верят, что, поступая так, вы пригласите в свою жизнь больше чудесных событий по Его благодати. Совет – показать Богу вечный мир. Идея состоит в том, что Бог укажет вам путь и поведет вас, если вы продолжите просить, искать и стучать. Послушная молитва ищет благосклонности Господа, который тогда укроет тебя под своими крыльями и защитит от зла. Совет – просить Бога о помощи громко и ясно. Доверьтесь Ему всем сердцем и избегайте сомнений, страха и всего остального, что жизнь бросает вам в глаза. Второй раздел содержания, по мнению Бога, предсказывает неожиданное и чудесное событие, которое произойдет послезавтра. Чтобы облегчить ваши страдания, депрессию, финансовые трудности, желания, радость и изобилие, Он советует вам быть готовыми получить такие преимущества, как $50 000 на свой банковский счет из неожиданных и неизвестных источников. Слова, используемые для описания вас, намекают на скорое процветание, успех, счастье и хорошее здоровье. Говорят, что оратор, который говорит, что может исцелить ваш разум и тело, осыпет вас благословениями. Говорят, что просмотр определенного видео до конца приносит безграничное здоровье, богатство и процветание. Использование сильной речи и позитивных утверждений может легко принести значительные суммы денег. Содержание завершается благословениями на месяц, побуждая нас задуматься о Боге,
который меняет жизни посредством внебрачных контактов и превращает невозможное в возможности. В трудные времена он подчеркивает важность зависимости от Божьих обетований, которые подчеркивают неизменную любовь Бога и неограниченную силу защиты. Помните, что Святой Дух был послан, чтобы направлять, утешать и сопровождать вас, и что Бог всегда с вами, как с христианином, поэтому вы никогда не будете по-настоящему одиноки. В последнем разделе содержится обещание наслаждаться прекрасными вещами в жизни, такими как бесконечное богатство, прекрасное здоровье и вечное процветание. В видео под названием «Till the Give Up» человек, утверждающий, что он Бог, говорит, что, следуя его совету и воспользовавшись постановлением 2024 года, вы станете миллионером. Существует настойчивое требование благословения богатства, оптимального физического состояния и достижений в течение следующих 12 часов. Говорят, что существует временное тело, которое приносит великую радость, любовь, богатство и хорошее здоровье. Послание для маленького богатого ребенка гласит, что он скоро станет преуспевающим, процветающим, счастливым и здоровым, будучи избранным для получения благословений. Многие аспекты их жизни изменятся благодаря обещаниям любви, процветания и крепкого здоровья, которые им исполнятся. Мы искренне приглашаем поделиться конкретными подробностями, которые демонстрируют готовность получить обильную любовь, восстановление и благословение по Божьей благодати. Цель контента – подготовить себя к получению преобразующих жизнь благословений и финансового изобилия, чтобы облегчить финансовое бремя и долги. Тот, кто делает объявление, утверждает, что он Бог. Кто создал тебя и будет заботиться о тебе вечно? Улучшение предпочтений и уверенность в том, что ваши финансовые выгоды будут умножены втрое в течение следующих 7 дней, обернуты приглашением открыть свое сердце. Гарантировано, что Бог, будучи божеством чудес, может превратить самые темные ночи в прекрасное утро. Никто и ничто никогда не сможет отлучить вас от любви Божией, явленной в Иисусе Христе, и особой помощи свыше, известной как ангелы. Согласно тому, что Бог говорит сегодня, и согласно распространенному мнению, эти ангелы-хранители заботятся о просроченных счетах и обеспечивают безопасность семьи. Не имеет значения, на вашей ли стороне Бог, потому что содержание подчеркивает, что люди против вас по-прежнему не имеют значения. Здоровье и благополучие, безопасность и спокойствие, благоприятные обстоятельства – все это дары Божии. То, что обещал Бог, останется навсегда, и Он никогда не оставит вас. Это страховка, которая вам нужна. Говорят, что 2024 год станет годом возрождения с возвращением физической формы, отношений и призов, организованных Всевышним. Я всегда рядом с тобой, потому что я тот, кто создал все в твоем мире. Приготовьтесь к тому, что я буду направлять, утешать и защищать вас. Имей в виду, что ты занимаешь особое место в моем сердце, и моя любовь к тебе сильна. Прямо сейчас я освобождаю вас от цепей болезней, нужды и бедности. Вы испытаете переход от печали к радости, от страдания к исцелению, от трудностей к благословению. Вас продвигают на следующий уровень в вашей жизни, так что вам лучше быть к этому готовым. В каждой семье крепнет любовь, расцветает вера, улучшается здоровье, а изобилие может даже переполниться. Модель невзгод кем-то нарушена. Это видео сейчас просматривает этот член вашей семьи.
Их финансовое положение скоро улучшится. Я могу сказать это с уверенностью. По милости Божией они станут миллионерами, воспользовавшись пожертвованиями 2024 года, заработав на этой неделе $10 миллионов, что превосходит их самые смелые воображения. Присоединяйся ко мне в молитве, Святой Боже, войдя в их дом и удали все, что вызывает беспокойство и горе. Если это ваше желание, позаботьтесь о том, чтобы их близкие были в безопасности и здоровы. Это был трудный год, и я умоляю вас помочь им найти надежду среди отчаяния и радость среди печали, и все это в послушании повелению Иисуса. На этой неделе Бог осыпает их втрое большим количеством благословений. Используя свои силы, они станут образцом того, что возможно с Богом, и Его чудеса случаются. Эта неделя, по словам Бога, также может принести значительные благословения. Пусть Господь услышит их молитвы и направит их, когда они попали в трудную ситуацию. Я верю, что я единственный источник благословений и чудес. Берегите свое сердце и обретите покой. Помни, что я твоя нежная мудрость и поддержка. Какой бы бурной ни была жизнь, примите тот факт, что с окончанием февраля и началом марта вы броситесь в дело, выйдя с другой стороны более сильным, благословенным и энергичным, чем раньше. Если вы страдаете, я могу помочь вам выздороветь и успокоить свой разум. Приготовьтесь к чудесным благословениям, которые вас ждут. Я могу осыпать вас и ваших близких множеством хороших вещей. Благословения прольются на вас, как дождь, льющийся из окон небес. Я способен превратить печаль в радость, силу в слабость и печаль в счастье. До конца этой недели с вами произойдут исключительные события. Клянусь вам, восстановленное здоровье, изобилие и благосклонность – это дары Божии. С помощью вашего идеального дома вы сможете погасить долги и обеспечить свою семью способами, которые раньше были невообразимы. Я, Бог изобилия, желаю, чтобы мое потомство и дальше было в изобилии. Я бы предпочел, чтобы тебе не приходилось терпеть тяготы бедности. Скорее, я желаю, чтобы вы процветали, достигли истинной физической формы и наслаждались духовным изобилием. Подумайте о том, как моя бесконечная сила преодолеет любую проблему, с которой вы столкнетесь сегодня, завтра или в любое время в будущем. Когда кажется, что тебя охватывает отчаяние, ты можешь рассчитывать на меня, на невероятную силу, которая будет сражаться за тебя. Если вы чувствуете себя потерянным и подавленным, приходите ко мне. Если вы мне позволите, я могу облегчить ваше бремя и заменить его благами оптимального физического состояния, радости и спокойствия. Убедите себя, что я способен превратить обычные вещи в необычные, превратить печаль в желание и сделать невозможное реальностью за пределами ваших самых смелых мечтаний. В эти дни, дитя мое, Бог говорит с тобой, специально для вас готовится уникальный сюрприз. Исцеление, о котором вы молились, преимущества, на которые вы надеялись, и финансовый прорыв, которого вы искали, происходит прямо сейчас, когда вы читаете это. Ваш доверенный Создатель организовал серию мероприятий, которые позволят Ему чудесным образом изменить ваш образ жизни. Благодаря моей доброте и милости с вами сегодня не произойдет ничего плохого в отношении вашего здоровья, вашего времени, ваших мыслей или вашей семьи. Тем самым я расстрою планы врага и гарантирую вашу безопасность.
душевное спокойствие, зная, что я могу победить ваших врагов и успокоить бури, нависшие над вами, наполнит вас моим удовольствием и покоем. Это утешит вас в трудную минуту. Пусть моя любовь окружит тебя еще больше, и пусть блага, которые я принесу тебе, станут свидетельством моей безграничной доброты и сострадания. Ваше доверие и вера в меня тронули меня, и я чувствую, как желания растут в вашем сердце. Если вы продолжите делать то, что в моей божественной воле, я смогу показать вам еще больше благословений и чудес. Благодаря вам я сделаю чудеса регулярной частью вашей жизни и буду использовать вас, чтобы распространять свою чудесную силу на всех вокруг вас. Оставайтесь твердыми в своих убеждениях. Я работаю за кулисами, чтобы добиться чудесного изменения событий, даже если существует большое сопротивление. Считай это моим любимым малышом. Во всем я на вашей стороне, направляю вас и защищаю вас. Я постоянный источник силы и комфорта, поэтому тебе не придется бояться оставаться в одиночестве. Господь, я молюсь, чтобы Ты укрепил свой завет со мной, позволив мне рассказать о 3 моих выдающихся достижениях из прошлого. Чтобы обеспечить безопасный проход Моисею и его народу, я разделил воды. Лазарь был воскрешен моими руками, и многие прокаженные были мною исцелены. Все эти чудесные события доказывают, что, находясь рядом со мной, вы можете полностью доверять мне, потому что я всегда буду рядом с вами, защищая и направляя вас. Небеса откроют для вас свои окна благословения, и давление будет невозможно остановить. По словам Бога, любовь окутает вас и принесет утешение вашему духу так, как вы даже не можете себе представить. Процветание приведет вас к богатству, и на вас наступит период восстановления, исцеляющий старые шрамы и указывающий вам путь к целостности. Пока ты прогрессируешь, я люблю тебя и верен тебе. Поэтому я прошу вас держать свое сердце открытым, чтобы вы могли получать и наслаждаться богатством, которое приходит в вашу жизнь. Отпустите свои тревоги и неуверенность и отдайте их мне. Я превращу их в залог мира. Ты и твоя семья получите особенный подарок, моя дорогая. Я хочу подарить тебе новый дом с человеком, который любит тебя и глубоко заботится о тебе. Во многих отношениях эта недвижимость больше, чем просто дом. Это портал в чудесный глобальный мир, полный чудес и возможностей. Вы начнете испытывать финансовые чудеса в тот момент, когда войдете в этого слугу, восстанавливаясь физически и, что более важно, восстанавливая испорченные отношения. Я хочу не меньше, чем жизнь в любви, процветании и радости для вас и ваших близких. Вы готовы? Я всегда буду рядом, чтобы увидеть твою печаль. Я не знаю о боли в твоем сердце. Я внимательно слушаю каждое ваше слово, и ваши молитвы не остаются незамеченными. Теперь никто не может игнорировать ваши страдания, потому что я всегда рядом с вами, готовый облегчить ваше бремя и избавить вас от ваших неприятностей. Помощь и избавление находятся в пределах моей досягаемости. Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя, ты всегда найдешь комфорт в моей компании. Имей в виду, малыш мой, что в твоих мыслях и словах заключена огромная энергия. Мои благословения станут частью вашей жизни, поскольку вы говорите обо всем с оптимизмом и благодарностью. Верьте в силу своей веры, он может преодолевать препятствия и ограничения.
Вы увидите чудеса моего изобилия, если признаете мои резервы истины. Не бойся, ведь именно я защищу тебя от бурь. По словам Иисуса, я – место убежища, где вы можете найти покой и безопасность. Ты должен знать, что моя любовь к тебе превосходит пространство и время – это бесконечная и неограниченная ссылка. И вы, кто ищет хорошую работу, вы ее найдете. Не отчаивайтесь, не унывайте и не прекращайте поиски. Мои ангелы проведут вас, спасут от преткновения и покажут, в какие двери вам следует постучать. Вы будете работать с вещами, о существовании которых даже не догадывались, изменяя свою жизнь и жизнь своей семьи. Вы с радостью расплатитесь с кредиторами и всегда сможете помочь нуждающимся. Меня окружают замечательные люди, и я прикоснусь к многим из них, чтобы они подействовали в вашу пользу, чтобы вы нашли друзей, общение и работу. Всегда помните мои слова. Я ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Повторяйте с верой: Господь мой пастырь, и я ни в чем не буду иметь недостатка. Относитесь ко всем, кого встречаете, с благородством и смирением и широкой улыбкой. Хотя внутри тоска велика и хочется плакать, я дал тебе много даров и талантов, некоторые из которых скрыты, но сейчас настало время выявить всю эту благодать, которой ты благословлен. Ваша радость и вера вдохновят людей помогать вам, а вы принесете больше света в их жизнь. Простая ваша улыбка может изменить день человека, который также страдает от боли и одиночества. Я с тобой, сынок, дочка, и это будет незабываемый день. Читайте дальше и доверяйте моему слову, потому что вы придете ко мне очень довольными благословениями, которые пожнете. То, о чем вы беспокоитесь, уже решено. Лучше отпустить все свои тяготы, тревоги и печали. Мой Святой Дух обнимает вас и утешает вас, пробуждая в вашем сердце прекрасное и сильное желание жить, подняться и снова сражаться. Я открою тебе двери, но мы должны ценить тебя еще больше и дать тебе еще один шанс. Прими мою милость. Примите мое прощение сейчас, простите себя за все те случаи, когда вы потерпели неудачу, ибо из-за вашего искреннего и истинного раскаяния я не буду принимать во внимание ваши ошибки и больше не помнить их. Я не буду взимать с тебя плату за неудачи, прошлое уже стерто из твоей памяти. Ты свободен и здоров прямо сейчас, здесь, в моем божественном присутствии. Вы всегда получите нужный вам ответ и силу преодолеть любую проблему или врага. Ничто не сможет украсть счастье, которое я приготовил для тебя. Эти блага приходят не случайно и не случайно. Они ясно показывают, что эти новые времена являются плодом вашей веры, вашей верности, вашего покаяния и вашего твердого решения отойти от зла, обещая немного искать меня. Более. И когда вы преклоните колени, чтобы помолиться, я дам вам способность узнать меня не только понаслышке, но реальным и ощутимым образом. В вашем доме есть и другие люди, которым необходимо принимать очень важные решения, признавать свои ошибки и держаться подальше от плохой компании. Я подарю тебе много любви и терпения, чтобы ты мог спокойно рассказать им о том, что я заказал, но с мягкостью и нежностью. Не становитесь их судьей, я посылаю вас любить их и спасать их, а не наказывать или отвергать их. Если ты по-настоящему любишь меня и доверяешь мне, ты должен усвоить эту истину. Каждый может измениться. У меня есть новая жизнь для того, кто искренне раскаивается.
Откройте свое сердце и дайте эту возможность людям, которых вы любите. Помолитесь за них, отдайте их в мои руки, относитесь к ним хорошо, когда найдете их, и позвольте мне работать в их жизни. Я не подведу тебя. Я открою вам во сне многое, что происходит в вашей семье, и расскажу о людях, которых вы давно не видели. Когда вы их найдете, улыбнитесь, протяните руку и передайте это сообщение. Скажите им, что я люблю их, что я хочу изменить их, что я знаю их мысли и что они разочарованы. Скажите им, что сегодня день спасения, а не вчера и не завтра. Сегодня им нужно открыть мне свою душу, признаться передо мной в своих ошибках. И где бы они ни находились, молитесь за них, хотя бы это была короткая молитва, благословляйте их радостью. Вы сеете в их сердце семя веры, которое вскоре прорастет и вырастет в высокое и сильное дерево. Слушайся меня, верь в меня, научись жить верой. Ваши проблемы теперь решены, и вы можете спокойно смотреть на жизнь. В этот же день начнут происходить великие чудеса. Вы поднимете руки и прославите мое святое имя. Не бойтесь невзгод, ибо со мной рядом с вами ничто и никто не сможет причинить вам вред, и многие проблемы, волнующие вас сегодня, разрешатся быстрее, чем ожидалось. В нужное время все ответы, о которых вы просите, придут. Потому что пока он молится, я прослеживаю его путь, пишу его историю. Ничто не ускользает от моей мудрости и моей воли. Эти благословения, о которых вы просите, я открываю дверь, о которой вы просили в своих глубочайших молитвах. Я увеличиваю вашу веру. Я здесь, чтобы поднять вас и вести на новый путь к возрождению, где все примет новое направление. Не позволяйте мнению других людей диктовать вам путь, держите голову высоко и живите с верой и достоинством. Завистливые языки всегда будут шептаться, но только мое мнение о тебе должно иметь значение. В моих глазах ты человек с чистым и искренним сердцем. Помните мои слова, и когда критика усилится, примите прибежище в моей любви. Я был свидетелем каждой битвы, в которой вы сражались, каждого падения, каждого достижения и каждой вашей борьбы. Но это момент победы, подъема вашего существования на новую высоту. Оставьте старую борьбу позади и войдите во время триумфа и обновления. Здесь для вас начинается новая история, где я проведу вас по пути, полному благословений и мудрости. Я дарю тебе свою любовь и свой мир, чтобы твоя душа и твой дух обрели спокойствие. Только я могу вывести тебя из тьмы. Только я могу быть твоим проводником в этом трансе, через который ты проходишь. Если вы откроете двери своего существа, вы увидите, как чудесным образом появляются решения, и вы найдете способ преодолеть свои невзгоды. Обращение ко мне было мудрым решением, особенно в эти трудные времена. Я очень хочу, чтобы ты искал меня не только во времена скорби, но и поставил меня на первое место в своем сердце. Люби меня всей силой своего существа, своей души и своего духа. Я хочу быть осью твоих мыслей. Примите решение сегодня и заключите со мной договор на вечность. Вы увидите, как мое присутствие в вашей жизни вызовет мощные, искупительные перемены. Вы уже давно ощущаете этот зов, чувствуете, что чего-то не хватает, что есть пустота, которую нужно заполнить. Пригласи меня поселиться в твоем сердце и наблюдать, как все преображается.
Те, кто причинил вам боль, смиренно придут просить прощения. Двери, которые были закрыты, откроются настежь. Те, кто презирал тебя, теперь оценят тебя. Я подарю тебе новых и верных друзей, изгоню из твоей жизни грусть и одиночество. Я хочу, чтобы вы почувствовали истинность моих слов сейчас. У них есть сила изменить многие невзгоды, которые вас беспокоят ради вашего блага. Не бойтесь и не расстраивайтесь из-за неожиданных препятствий. Не позволяйте себя беспокоить оскорбительными замечаниями и не позволяйте себе ранить ошибочными интерпретациями. Не лейте слез перед лицом критики и нападок со стороны тех, кто в своей зависти ищет вашего падения. Что ж, я держу тебя на руках и защищу от их гнусных нападок. Просыпайтесь каждый день с моими учениями на устах. Вы остаетесь в тени Всевышнего, защищенные и защищенные любовью вашего Небесного Отца. Я тебя люблю. Я прошу вас прислушаться к моим словам, пока не стало слишком поздно. Обратите внимание, прежде чем отчаяние и печаль возьмут верх. Да, это я, ваш всемогущий Бог. Прошу вас уделить мне минутку вашего времени, чтобы вы получили эти переполненные любовью слова, которые я предлагаю вам. Я делаю это, потому что глубоко люблю тебя, и твоя ценность для меня неисчислима. Здесь действительно важна ваша жизнь, а не материальные блага, подношения или подарки, которые вы можете мне подарить. Чего я жажду, так это вашей верности, потому что, когда вы любите меня и следуете моим заповедям, ваше существование освящается и наполняется благословениями.